Хотелось сегодня поделиться впечатлениями о сельском федеральном сабантуе, который прошел в Мордовии, в Саранске, в Алексеевске. Значит, я был много на каких сабантуях, и практически, наверное, на всех сельских сабантуях был, на федерально-городских. Вот 2 недели назад я был в Ульяновске на федеральном сабантуе, неделю назад я был в Новокузнецке сабантуе. Я видел уникальный сабантуй в Казани, в Нижнекамске. Но то, что организовали в Саранске, это не с чем сравнивать. Первое. Вот будучи татарином, находиться на татарском сабантуе просто вот гордость за свою нацию. Это было сабантуй, в который вложили историю татарского народа, 30-летие ВКТ, 1100-летие ислама. В сценарий были переплетены и, значит, Мордовия, история Мордовии. И вот в этом сабантуе, в каждом сабантуе есть пролог, начало. И оно задает тон будущему сабантую. Так вот этот пролог, он был настолько насыщен, продуман, идеологически продуман. Он дошел до каждого татарина. И для аксакалов, и для детей, школьников, для всех. Все есть разговоры в кулуарах. Все обсуждали, что, возможно, это связано с некими пожеланиями Рустема Нургалеевича после поездки в Якутию. Когда были дни Татарстана в Якутии, Рустем Нургалеевич коренным образом поменял отношение к сабантуям, как он дал интервью. И был дан посыл внегласный организаторам будущих сабантуев, чтобы планку поднять. В чем? Планку поднять в национальности, в колоритности, в соблюдении древних обычаев, древнего духа, чтобы был дух татарский, миллят, рух. И вот это может быть одна из причин, а вторая причина – это, наверное, все-таки 30-летие ВКТ, впереди у нас съезд, и исполком Конгресса сейчас возглавляет новая команда во главе с Данисом Фанисовичем. Это тоже сыграло роль. Они по-новому думают, по-новому мыслят. Это тоже сыграло роль. Как объяснить словами и передать то состояние людей, этих 40 тысяч людей, которые были на этом сабантуе? Вот такой восторг, такое, значит, настроение. Вот я помню, когда была Олимпиада в 80-м году, когда в небо отправляли Мишку, и когда этот Мишка плакал, как люди к этому отнеслись. Это был восторг объединения нации, Советского Союза тогда еще многонационального. Или, например, цирк Дюсяли. Вот у меня только 2 сравнения. Поэтому вот я не знаю, кто это все придумал, режиссуру, подготовку, но придумано было на очень высоком уровне. Это было долго, продолжительно, насыщенно, колоритно. Значит, каждые 2-3 минуты было что-то новое. Уникальный подбор артистов. Продумана площадка, продуманы торговые ряды. Обычно федеральный сельский сабантуй сопровождает подворье города Кукмар. Кукмар – это 90 тысяч населения в районе. Там, значит, есть несколько заводов, но, значит, отношение людей, видимо, вот все вместе, в совокупности сыграла роль Кукмар, сыграла роль, что именно в Мордовии, в Саранске есть группа бизнесменов, как дворянское собрание, я бы их назвал. Это как раньше у нас были акбаи, которые не надо было просить, не надо было их заставлять как-то. Они сами проявляют инициативу, сами там помогают школам татарским, детсадам, детским садам, детсадам татарским, значит, помогают мечетям, помогают молодежи.
Вот эта группа бизнесменов, конечно, безусловно, сыграла определенную роль. И местные власти, там, значит, главой Мордовии является Сдунов, он бывший выходец из Татарстана, видимо, он собрал весь опыт Татарстана в проведении подобных мероприятий, и поэтому праздник получился, но здесь есть две стороны медали. Теперь Василием Гаязовичем задана планка, очень высокая, планка организации, планка режиссуры, планка вот колоритности. И теперь второго такого сабантуя уже ниже, как справлять. Поэтому вот здесь есть такая особенность, что это требуется, конечно, большого усердия, старания, творчества и всего вместе. Поэтому у нас от сабантуя осталось самое приятное впечатление. Очень приятно было мне находиться там, потому что наши соцсети, все-таки там было татары, наверное, 40% приезжие, а не местные, да, приехали. И поэтому очень приятно было, что мы узнаваемы в татарском мире. К нам подходят люди, спрашивают. И еще у нас есть, только это у нас создано студенческое молодежное землячество мордовских студентов, мордовской молодежи у нас при Национальном конгрессе. Видимо, все-таки соцсети, родители, сейчас в нашем мире все это распространяется. Очень много совершенно незнакомых людей нас благодарили за своих сыновей и дочерей, за то, что мы ими занимаемся здесь, в Москве. Второй части мне бы хотелось рассказать о первом дне пребывания в Саранске. Мы там презентовали книгу «Усть-Жеремда, Усть-Телем». И на презентацию книги пришли очень подготовленные, очень интеллектуально высокого уровня люди. Это директора библиотек, это председатели общественных организаций, это общественники Мордовии. Значит, так как в этой книге раскрывается сохранение татарского языка и обращение к будущим поколениям, эта проблема есть у всех. И в мордовском языке, и в чувашском, и в удмуртском. У нас одни проблемы. Сохранение своих родных языков, сохранение своей идентичности, сохранение древних обычаев и сохранение нашей культуры, самобытной у каждой нации. Поэтому вот такая получилась очень насыщенная творческая встреча с интеллигенцией по презентации книги. Встречу мы обещали повторить осенью. Так что вот собираемся обязательно посетить еще раз этот очень гостеприимный город Саранск.